В эфире информационная программа «Алато». Здравствуйте. В студии работают Нуржамал Бурханова и Александр Крупнов. Пришло время подводить итоги уходящего дня. Смотрите в программе. Вырванные с корнем деревья, оборванные линии электропередачи и поваленные рекламные щиты. Чуйская область перенесла мощный ветер, есть погибшие. Премьер-министры ряда стран и генсек ООН Пан Ги Мун обсудили проблемы энергетики и сохранения водных ресурсов. В Душанбе завершилась конференция «Вода для жизни». В Бишкеке специалисты обсудили пробелы и перспективы развития и укрепления экономики. Очереди в детские сады растут с каждым годом. В республике дошкольным образованием охвачены всего 18% детей. Шквальный ветер, пронесшийся накануне вечером, повредил десятки строений и автомашин в Бишкеке, повалил множество деревьев и рекламных щитов. Есть погибшие. Сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду внезапно начался накануне ближе к 8 часам вечера, и многих горожан он застал врасплох. Канат Каниметов о последствиях стихии. Такой сильный ветер в Бишкеке мало кто помнит. Он начался ближе к вечеру. Столица потом напоминала район боевых действий. Всюду поваленные деревья, сломанные ветки, оборванные провода электропередачи, по городу разбитые автомобили. Водителю этой «Тойоты» не повезло. На его машину на перекрестке упало дерево и придавило крышу. Машину вряд ли удастся починить, но она на ходу. Нурбек решил вечером заехать на работу, и вот как это все обернулось. И вот оттуда, короче, упало большое дерево прямо на машину. Ну, покажите повреждения. Какие повреждения у вас машина? Вот, что видите, вот, пожалуйста. В это время пропускали пешеходов как раз. И вот дерево упало. А дерево, получается, неосмотренное зеленым строем. Вот. Ну, можно сказать, что Нурбеку повезло. Вот дерево упало именно на левый бок. Машина оказалась праворульной. Можно посмотреть, какие повреждения, что было бы, если бы здесь находился человек. Друг Нурбека, по несчастью, тоже пострадал. На этом же перекрестке и на его машину упало дерево. Мухаммед Агибаев утверждает, что дерево было гнилым. Зеленстрой должен был своевременно спилить его. Тут уже невооруженным глазом видно то, что уже дерево было в корне засохшее. Сгнившее, да? Сгнившее, да. Вот, смотрите, он с легкостью ломается, вот корни вот здесь вот ломается легкостью. Такое огромное дерево держалось только на таком маленьком кусочке. Пойдемте покажете машину. Машина Мухаммеда пострадала не так сильно, но хозяину все же очень неприятно. Кто будет ему оплачивать ремонт? Виноватыми в происшествии мужчина считает муниципальные службы. Ветки разбили стекло лобовое, заднее лобовое стекло. И нам повезло то, что сзади никто не сидел. Если бы сидели бы, то сильно пострадали. Заднее стекло пострадало, и вот крыло машины пострадало, спойлер сломался. Парки и зоны отдыха сейчас напоминают нечто невероятное. Поваленные деревья, сломанные массивные ветки. Парк Панфилова по вечерам весьма многолюдный. Здесь зачастую гуляют с детьми. Сложно представить, что было бы, если бы здесь находились люди во время вчерашнего шквального ветра. Эту огромную часть дерева порывами ветра выкинула на пешеходную зону. Только чудом никто не пострадал. Дерево придавило магазинчик, а большой сук проткнул крышу. Внутри в этот момент, к счастью, никого не было. Вечером, когда начался ветер, в магазине торговали две моих дочери, меня не было. Большая ветка вот проткнула кровлю по самый пол. Рада, что дочери остались в живых. Остальное дело наживное. В новостройке ГЭС-5 все не так благополучно. Хоронят 13-летнюю Айдану Нурланову. Вечером она шла к единственной в поселке колонке за водой, и ее придавило деревом. Девочка погибла почти сразу же. Многие на ГЭС-5 обвиняют местные власти в случившемся. Девочка скончалась по дороге в больницу. Кто теперь за это ответит? Виноват наш комендант, который совсем не работает. Дерево нужно было спилить, если оно представляло опасность.
Семья Усмоналиевых сейчас переживает трудный момент в жизни. Построенный потом и кровью дом разрушило ветром. Крышу унесло за 100 метров. В доме дальше невозможно проживать. Глава семейства утверждает, что это было похоже на смерч. Все в доме перевернуло, благо дочки остались целыми. В доме были две моих дочери. Когда началось, у меня была одна мысль, как их спасти. Вот теперь наш дом разрушен, жить здесь уже нельзя. Усмоналиевы собираются пока перебраться в юрту. В МЧС же подсчитывают ущерб от стихии. Пострадавших домов и хозяйств в Бишкеке и областях очень много. Канат Каниметов, Бактур Сундышембеков, Общественный Первый канал. Городские службы устраняли последствия непогоды всю ночь. Вечером, как только на город обрушилась природная стихия, был создан оперативный штаб по устранению последствий урагана. Все городские службы и райадминистрации были приведены в полную готовность. Созданы мобильные группы. Объезжали город и сразу же на месте предпринимали меры по устранению последствий стихии. 10 деревьев упали на дома, было повреждено 12 автомашин. По информации Бишкек-Света, зафиксировано 74 аварийные ситуации. Упали 2 опоры линии электропередачи, в Западной РЭС упал 1 столб, спровоцировавший 35 обрывов. В Восточной РЭС также сообщили об обрыве высоковольтной линии. Кроме того, по городу упали несколько рекламных щитов. В республике дошкольным образованием охвачены всего 18% детей. Очереди в детские сады растут с каждым годом. В 90-е половина их закрылась, а половину приватизировали. Но в связи с увеличением рождаемости потребность в них высока. Теперь эта проблема вышла на самый высокий уровень. Репортаж Назиры Ахмедовой. Проблема типичная не только для столицы, но и всего Кыргызстана. Дошкольных учреждений в стране катастрофически не хватает, а в те, что есть, попасть очень проблематично. Оксана Аралбаева уже 2-й год не может устроить своего ребенка в государственный детский сад. Мы по полгода, по кварталу занимаем очередь, без конца приходим, людей много. Центр образования как могут, принимают всех, но не успевают, физически не успевают. Многотысячные очереди в детские сады растянулись на несколько лет. В Минобразовании утверждают, что нет зданий, а те, что были еще в 90-е, приватизировали. Вернуть их сложно. Те же детские сады, в которых сейчас обосновались государственные органы, пора возвращать. Делали список, у кого сколько зданий находится. Мы сейчас направляем письма каждому руководителю с тем, чтобы напомнить, что в его ведении находится здание детского сада, так как мы считаем, что государственным структурам проще освободить здание, найти другое, нежели, скажем, любой другой организации. Накануне Минобразование опубликовало список госорганов, которые используют дошкольные учреждения в качестве офисов. Таковых 467. ГКНБ не освобождает 2 здания, Государственная налоговая служба 6 детских садов, Госарстрой 2, Министерство иностранных дел 2 здания, Министерство здравоохранения не освобождает 7 зданий. Министерство образования обращается к руководству этих организаций с просьбой освободить детские сады. Решения суда по ним нет, но это уже дело государства, считает министр, и поэтому его вполне можно решить без судебных исков. На сегодняшний день дошкольным образованием охвачено всего 18% детей. Государственные детсады переполнены. Если, к примеру, детсад рассчитан на 200 человек, то в нем воспитываются свыше 400. Санитарным нормам и правилам, то есть предельная наполняемость детей в группе должна быть не более 30 детей. Естественно, мы нарушаем тоже санитарные нормы и правила тоже. Это не должно быть у детей, это должна быть отдельная игровая комната и комната, это где дети спят. В Кыргызстане немало частных детских садов, но они дорогие. Ежемесячная стоимость составляет от 8 до 15 тысяч сомов. Не каждому родителю это по карману. Сейчас Минобразование планирует облегчить получение лицензий частным детским садам на основании постановления. Назира Ахмедова, Алтынхан Бабаев, Общественный, Первый канал. Кыргызстан купит у Таджикистана 500 миллионов киловатт-часов электроэнергии, заявил премьер-министр Тимир Сариев сегодня в Душанбе. На встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмона мы договорились о поставках в Кыргызстан 500 миллионов киловатт-часов по цене 2,5 цента за киловатт. Сегодня в Душанбе прошла международная конференция «Вода для жизни» с участием глав правительств Кыргызстана, Казахстана, Пакистана, Афганистана и других стран. На форум также прибыл генсекретарь ООН Пан Ги Мун. Другие подробности сообщит наш корреспондент Зарема Мусаева. Зарема, добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте, коллеги! Второй день официального визита премьер-министра Теймира Сариева начался с раннего утра. В Душанбе прошла международная конференция «Вода для жизни». В ней приняли участие более 1500 человек. Прибыли делегации из Пакистана, Афганистана, Казахстана и Кыргызстана. Самый главный гость международной конференции – это, естественно, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. К данному часу я могу сказать, что конференция закончена. Выступили все гости, которые прибыли на конференцию. Среди них и наш премьер-министр Теймир Сариев. И вот что он сказал. Строительство Камаратинских ГЭС позволит изменить режим работы Токтогульского водохранилища с энергетического на ирригационный. Водохранилище Камаратинских ГЭС позволит перейти к сбалансированному режиму использования водных ресурсов и повышению уровня гарантированного водообеспечения орошаемых земель стран нижнего течения. Глава Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, в свою очередь, тоже говорил о консолидации. В современной глобальной повестке дня водный вопрос все еще остается самым актуальным. Несмотря на то, что в области целей развития тысячелетий по питьевой воде были достигнуты значительные результаты, цели по санитарии остались неосуществимыми, сказал Рахмон. Такое положение дел требует от нас более консолидированных усилий и принятия как срочных, так и долгосрочных мер. Именно в этих целях в рамках 7-го Всемирного водного форума я предложил мировому сообществу новую инициативу Таджикистана. И сегодня еще раз хочу довести до вас эту инициативу, предложив объявить новую международную декаду под девизом «Вода для устойчивого развития», которая, как мы полагаем, должна стать важным инструментом, содействующим реализации целей устойчивого развития, связанных с водой. Необходимо отметить, что программе ООН «Вода для жизни» в этом году 10 лет. За это время, по словам участников программы, сделано немало для того, чтобы доступ к чистой воде был у многих людей на планете. Напомню, ранее Теймир Сариев встретился с первыми лицами Таджикистана. На встречах были обсуждены вопросы поставок электроэнергии с Таджикистана в Кыргызстан на взаимовыгодных условиях. Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Таджикистан. Также Сариев и Рахмон подчеркнули важность ускорения переговорного процесса по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Делегация Кыргызстана во главе с Теймиром Сариевым на эту работу пока не завершила. Далее посещение посольства Кыргызстана в Таджикистане. Там же будет встреча с администратором ПРООН Хелен Кларк. И на этом у меня пока все, коллеги. Спасибо, Зарема, и мы продолжаем. По страновому индексу глобальной конкурентоспособности, публикуемому Всемирным экономическим форумом, Кыргызстан в прошлом году значительно улучшил свои показатели и поднялся на 13 позиций со 121 места на 108 из 144 стран. Но это еще не предел. Республика сильно отстает от своих основных торговых партнеров. Россия и Казахстан занимают 53 и 50 места соответственно. Пробелы и перспективы развития и укрепления экономики обсудили сегодня на научно-практической конференции. Подробности у Дамиры Базарбаевой. Общество Кыргызстана, как выяснилось, чрезмерно политизированное. Согласно проведенным опросам, Кабмин занимается политвопросами на 80% и лишь на 20% экономическими. Указ президента об укреплении нацэкономики эксперты считают весьма своевременным документом. Это сигнал о том, что нужно переформатировать свою деятельность. Для начала нужно определить недочеты и перспективы. По рейтингу ведения бизнеса страна снизилась на 3 пункта и заняла 102 место из 189 стран. Однако республика преуспела в другом. По сравнению с соседями, у нас созданы благополучные условия для развития бизнеса. На сегодня регистрация бизнеса предусматривает всего 2 процедуры. И по легкости регистрации собственности страна занимает 11 место в мире по данным отчета Всемирного банка. Значит, количество разрешений и лицензий сокращено было с 560 до 101. По данным Нацстаткома, в конце прошлого года функционировало около 11,5 тысяч малых и средних предприятий. Индивидуальную деятельность осуществляло более чем 350 тысяч человек. Большие надежды предприниматели связывают со вступлением в ЕАЭС. Мы стали частью большого рынка 180 миллионов человек. Теперь мы должны суметь начать производить такие вещи, товары и услуги, которые будут востребованы на этом большом рынке. Соответственно, нужно нашу экономику перестраивать от модели, которая была до этого, реэкспортную, на модель, которая будет производственная.
о будущем, чтобы фокус был больше уже на услугах и на знаниях. Академик Турар Койчуев же считает, что страна живет по старой модели, когда используются только природные и людские ресурсы. Но эти базовые основы не вечны, потому необходимо внедрять инновации, которые сейчас в зачаточном состоянии. Доля инновационной продукции в ВВП составляет всего 0,7%. Мы должны возрождать промышленность. Причем ее индустриальная основа – это машиностроение. Когда-то страна имела привлекательное, симпатичное машиностроение. Там было и ИВМ, и автомобилестроение, и сельхозмашиностроение, электрические, технические заводы и так далее, и так далее. Сегодня ни одно здесь предприятие практически не работает. Мы потеряли промышленность. А без индустриальной основы нет инноваций. Лишь грамотные и квалифицированные специалисты, а также большие капиталовложения в инновации позволят укрепить экономику, сошлись во мнении эксперты. Дамира Базарбаева, Азамат Кадыр-Тохтоев, Общественный, Первый канал. Рабочая группа Совета обороны провела мониторинг реализации плана мероприятий по внедрению антикоррупционной модели управления в Министерстве финансов. По данному факту было выявлено 5 зон коррупционного риска: бюджетный процесс, стимулирующие гранты, Государственный фонд развития экономики, Департамент драгоценных металлов и государственные закупки. Итоги мониторинга показали, что определенная работа была проведена только по зонам, стимулирующие гранты, и Департамент драгоценных металлов. По остальным 3 группам риска большая часть мер не была реализована. Вследствие чего руководству Министерства финансов до 10 июля поручено представить оценку эффективности антикоррупционных мер в системе госзакупок, а статс-секретарю Минфина в недельный срок представить график исполнения нереализованных мероприятий. Наши правоохранительные органы выявляют ущерб в рамках уголовных дел, но отдельно по Министерству финансов на данном этапе сказать, что нанесено столько-то ущерба, пока очень сложно оценить, но тем не менее государственных закупок пресловутые 10%, да, то есть можно посчитать, какой объем государственных закупок в стране за год и посчитать 10%. Я думаю, что это минимальный такой ущерб. В свою очередь, представители Минфина отмечают, что невыполнение поставленных задач связано с экономическими и политическими процессами в связи с интеграцией страны в ЕАЭС. Мы не согласны с выводами Совета обороны о том, что на 54% мы не исполнены. По всем пунктам, по всем направлениям Министерство финансов активно работало. В период проведения 5-й годовщины июньских событий с 9 июня Орская милиция переходит на усиленный вариант несения службы. Власти южной столицы планируют решить все проблемы с водоснабжением и канализацией к 2016 году. Все подробности узнаем у нашей коллеги Регины Им. Регина, добрый вечер. Вы в эфире. Спасибо, Нурджамал. Здравствуйте. Людей, которые спасали жизни во время июньских событий в Аше, называют миротворцами. Они помогали своим соседям разных национальностей по зову души, рискуя собой. Примеры настоящего героизма в сюжете Алтынбека Таламбекова. Сразу и не подумаешь, что именно этот человек, пропалывающий грядки, самый настоящий герой. Курманбек Ахмедов во время июньских событий в Аше спас сотни человек и узбекской, и кыргызской национальности. Это было 10 июня. События только начали разворачиваться. В Алабукинском районе, где я живу, собралось несколько тысяч людей, в основном женщины, матери. Их дети учились в Аше. Тогда у Курманбека Байке родилась идея привезти всех алабукинских студентов домой. С его помощью из Алабуки в Ош, несмотря на обстрел по дороге, было доставлено порядка 25 тонн продуктов. На обратном пути он привез более 700 студентов домой. По дороге были выставлены узбекские посты. Пока мы их миновали, путем длительных переговоров прошли ровно сутки. Когда мы все же приехали в Алабуку, нас встретили более 3000 человек. Большинство было в отчаянии. Если бы мы не смогли доставить детей целыми и невредимыми, ситуация могла выйти из-под контроля. Другой пример настоящего миротворчества показал Умирбек Акимбаев. Приехав в ночь с 9 на 10 июня в южную столицу из Баткена, он укрыл у себя дома более 30 человек узбекской национальности. 5 дней Умирбек Байке рисковал жизнью ради своих соседей, спрятав их.
Мне не было страшно, но я понимал, что конфликт начали вовсе не узбеки. Мы с ними всегда хорошо ладили, и я не желал им смерти. Утром они уходили, как только темнело, люди приходили к нам и оставались ночевать. Мы их кормили. У себя дома они не могли оставаться. Существовала реальная угроза их жизни. И таких примеров, когда люди во время июньских событий 2010 года повели себя как герои-миротворцы, десятки. И как показывает история, именно во время потрясений люди стремятся сплотиться во имя мира, не делясь по этническим или социальным признакам. Алтынбек Талантбеков, Эсенбек Абыкеев, Общественный, Первый канал. С целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период проведения 5-й годовщины июньских событий с 9 июня Ошская милиция переходит на усиленный вариант несения службы. В эти дни будет усилена охрана объектов особой важности, органов власти и самоуправления, мест скопления граждан и крупных торговых объектов. Усиление службы также связано с ожидаемым приездом в Ош генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Со стороны милиции, ГКМБ и прокуратуры будут отслеживаться печатные и интернет-издания с целью выявления публикаций, направленных на возбуждение национальной, расовой и межрелигиозной вражды. На дорогах города Оши области также будет усилен контроль. На сегодня, по информации пресс-службы Главного управления МВД по городу Оши Ошской области, ситуация в регионе стабильная. С 9 по 11 июня весь личный состав Главного управления переходит на усиленный вариант несения службы. Гражданам не стоит беспокоиться по этому поводу. Никаких дополнительных сил привлекаться не будет. Просто личный состав будет нести службу круглосуточно для обеспечения общественной безопасности в дни проведения 5-й годовщины июньских событий. Власти города Ош планируют решить все проблемы с водоснабжением и канализацией к 2016 году. Об этом нашему каналу сообщил мэр Айтмамат Кадырбаев. На решение водных вопросов зарубежными донорами выделяется 22 миллиона долларов. На сегодня начата работа по улучшению очистных сооружений, строительству арычных сетей и реконструкции канализационных сетей. Септик в каждом дворе, слив отработанной воды на улицу, смердящий запах. В таких условиях совсем недавно жили горожане с улицы Фабричной. Несмотря на то, что улица расположена в центре города, до недавних пор она не была подключена к центральной канализационной системе. Раньше всю грязную воду мы сливали на улицу. Отсюда постоянный неприятный запах и грязь. После того, как провели канализацию, стало намного лучше. Сейчас на нашей улице чистота. Чтобы подключить все дома по улице, были проложены 285 метров канализационных труб. На работу затрачено 457 тысяч сомов, из которых 120 тысяч выделила мэрия. Остальную сумму собрали жители. В прошлом году мы проложили почти 3,5 километра труб. Мы планируем подключить все объекты к канализационной системе. В этом году на эти цели выделено 9 миллионов сомов. Улиц, подобных Фабричной, в последнее время становится все больше. С учетом роста числа абонентов модернизируются очистные сооружения города. На эти цели иностранные доноры выделили 1 миллион 800 тысяч евро. Еще 9 миллионов сомов было выделено президентом Атамбаевым. Сейчас суточная норма переработки 80 тысяч кубов. На случай увеличения объемов поступающей воды у нас есть дополнительное оборудование с расчетным объемом 20 тысяч кубов в сутки. Кроме того, благодаря новому оборудованию вода очищается уже не на 65%, как раньше, а на 85-90%. Тем временем Горводоканал в преддверии сезона поливов всерьез озабочен вопросами экономии питьевой воды. Для решения проблемы городские власти прокладывают новые арычные сети. Без арыков для полива деревьев используется питьевая вода. Гораздо рациональнее провести протоки по городу и пускать по ним воду из каналов. В данное время работы ведутся в микрорайонах, которые больше всего испытывают нехватку поливной воды в летнее время. Новые арыки будут проложены по улице Курманджан-Датка от пересечения Суимбаева до Осранкулова, а также от Ошской областной больницы по Мануева и Масалиева до пересечения с улицей Зайнабединова. Все работы планируется завершить к концу месяца. Регина Имдилдубек Балутбеков, Общественный, Первый канал, Ош. Караван здоровья прибыл в Аксийский район Джалабадской области. Бригада медицинских работников областной объединенной больницы обследует жителей города Кербен и 11 сельских округов Аксийского района, куда входят 43 села. Всего в этом районе проживает около 130 тысяч человек. Караван здоровья призван оказать диагностическую помощь в первую очередь жителям отдаленных сел, которым трудно самостоятельно добираться до областного центра или столицы, говорят организаторы.
Жительница села Падышата Каршыга Телебаева не первый год страдает язвенной болезнью желудка, однако из-за отсутствия времени и средств она практически не обращается к врачам. Услышав о караване здоровья, Каршыга поспешила получить бесплатное обследование и консультации. Все же стоит денег. В селе у нас нет источников заработка. Экономим на всем, в том числе на собственном здоровье. А здесь УЗИ бесплатное и обследование. Многие села Аксыйского района расположены в 100-120 километрах от райцентра. Кашкасуйский аильный округ находится всего в 15 километрах от Кербена. Тем не менее, его жители признаются, что годами не посещают врачей. Люди страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, высокого давления, болезней мочеполовой системы. Но у них, как правило, нет времени, чтобы съездить к врачу в райцентр, а это ведет к плачевным последствиям. Караван здоровья стартовал весной нынешнего года и побывал в Томском, Чоңалайском, Алайском, Нарынском и Атбашинском районах. Всего уже осмотрено около 15 тысяч человек. Врачи осматривают, консультируют, назначают лекарства. Люди постепенно осознают, что прежде всего нужно беречь себя и свое здоровье. В течение 10 дней караван здоровья объездит более 10 аильных округов Аксыйского района. Нургуль Саматова, Байгазыр Аймкулов, Усмон Уламсадыров. Общественный первый канал. На этом у меня все. Слово моим коллегам. Нурджамал. Спасибо, Регина, и мы продолжаем. ОНГ «Прогресс» – молодая партия, думающая о благосостоянии народа, считают жители Лейлекского, Наукатского, Узгенского, Аксыйского, Сузакского и Наукенского районов. Партийцы посетили эти районы в рамках поездки по югу республики, поскольку на местах заняты решением различных социальных проблем. Везде команду ОНГ «Прогресс» тепло встречали тысячи жителей и выражали поддержку программе партии. Каждый ребенок имеет право на счастливое детство и родительское тепло. Начало поездки партии по югу республики в Лейлекском районе пришлось на 1 июня, День защиты детей. Рассмотрев рисунки детей на асфальте, Бакыт Турубаев сказал, что такие светлые мысли детей вселяют надежду и процветающее в будущее Кыргызстана. Ну а наукатовцы встретили партию ОНГ «Прогресс» на центральном стадионе. Более 10 тысяч жителей района тепло встретили знакомых им своими делами политиков. Благодаря ОНГ «Прогресс» многие жители района смогли вовремя начать весенние полевые работы. Успешно влиться в ряды фермеров и обеспечить себя работой, а своей семьи стабильным доходом. Лидер партии Бакыт Турубаев включил Наукат в проект развития современного сельского хозяйства и гарантировал открытие здесь очередной машино-тракторной станции. Мы мало говорим, больше делаем. Все свои слова мы подтверждаем делами. В прошлом году мы обеспечили Наукат спецтехникой для того, чтобы фермеры могли сажать картофель и другие овощи. Но этого, конечно же, мало. В Наукате мы откроем МТС. Это я вам гарантирую. В Узгенском районе партии ОНГ «Прогресс» сделано немало. В районе силами партии были созданы кооперативы, которые облегчили работу посевной. Кроме того, были проведены каналы, и сразу несколько сел получили воду. Мы убедились, что партия оказывает поддержку народу, разглядев корень проблем. В нашем Айлёк-Муту проживает более 60 семей. Хоть и рядом река, но уже 5 лет не было поливной воды, вокруг сплошной камень. Обеспокоенные партийцы сами приехали со всей необходимой спецтехникой и организовали поливные пути, прокопали арыки. Мы благодарны им за это. Аксыйский район расположен в ущелье между гор. Однако местное население уделяет особое внимание сельскому хозяйству. Поэтому не так давно здесь была открыта МТС. 90% населения обслуживается в этой станции. Это обходится дешевле, что, естественно, сказывается на доходах крестьян. На встрече лидер партии Бакыт Турубаев отметил, что это только начало, и уже скоро в республику завезут больше техники. Ведь не так давно Бакыт Турубаев встретился с директором крупнейшей ассоциации «Росагромаш», где была достигнута договоренность о крупных поставках сельхозтехники. Из России к нам прибыл представитель Росагромаша. Мы провели переговоры, и я сказал, что мы готовы к сотрудничеству, если они хотят реально помочь. А если это простые слова, то мы сотрудничать не будем. Это мои условия. Они должны поставить нам 500 единиц техники. 17 июня они пригласили нас в Москву. Там мы обсудим эти вопросы дополнительно. Если будут хорошие результаты, то во всех регионах страны будет современная техника. Молодежный город Джалалабад встретил партию ОНГ «Прогресс» с большой надеждой. За верность слову и делу к партии здесь относятся с глубоким уважением.
Первые шаги партии начались в этом городе, и теперь, когда вся республика знает и поддерживает ОНГ «Прогресс», в сердцах горожан вселилась уверенность в лучшее будущее. Пророк Мухаммед сказал, что в теле человека есть орган размером в кулак, сердце. Если оно будет чистым, то все тело будет чистым. Я желаю, чтобы у вас были чисты сердца и бились за прогресс. Встреча в городе Кочкурата Наукенского района была назначена на 5 часов вечера. Но желающие встретиться с уважаемыми политиками начали собираться с 2 часов. Все пришедшие на встречу осмотрели технику, продемонстрированную партией. А прибывших представителей партии ОНГ «Прогресс» встретили бурными аплодисментами. На встречу пришли и люди, которым ОНГ «Прогресс» ранее оказала помощь. Среди них был и Нурмухамед с родителями, которому лидер партии помог с лечением. Семья пришла с подарками для Бакыта Турубаева. Всего за неделю команда партии ОНГ «Прогресс» встретилась более чем с 40 тысячами человек. Как сообщили в самой партии, граждане устали от пустых обещаний и ждут реальных дел. Стратегия партии по улучшению жизни каждого кыргызстанца является эффективной, и встречи с населением это продемонстрировали. Сегодня состоялся 3-й съезд политической партии «Кыргызстан», который был образован еще в 2010 году. На форум съехались более 200 делегатов партии со всех регионов страны. На съезде были приняты манифест и новый устав. Состоялись выборы членов политсовета, председателей партии. Подробности в следующем материале. Желающих попасть в 6-й созыв Джорху Кенеша стало еще больше. Партия «Кыргызстан» заявила о своем твердом намерении участвовать в парламентских выборах. Партийцы заявили, что имеет ряд принципиальных позиций по вопросам госустройства. Должен ставить перед собой высокие цели. Если человек не верит в то, что он добьется успеха, то не надо идти на эти шаги. За счет культуры, за счет нравственности мы, естественно, поднимем и экономику, и в стране у нас будет обязательно стабильность. 3-й съезд прошел достаточно плодотворно. Приняты новый устав и манифест. Основной акцент, по словам новоизбранного сопредседателя партии Каныбека Иманалиева, будет сделан на развитие экономики. Мы уже члены Единого экономического союза. Мы входим уже в эпоху конкуренции. Только поставляя качественные товары, сырье, продукты, можем войти в рынок. Для этого нужна будет поддержка государства. Это кредитование, низкие кредитные ставки. В партии «Кыргызстан» собрались относительно молодые люди, но уже с опытом политической борьбы, работы на госслужбе, опытом успешного ведения бизнеса. Пришли и те, у кого уже есть политический потенциал, бывшие члены других партий республики и замандаш, их большинство. Эксперты говорят, что своим уходом они ослабили уже бывшую партию. Пополнили ряды кыргызстанцев и молодые лица. Они уверены, что смогут привнести свои новые идеи. В ходе своей работы мне приходилось сталкиваться с правовым беспределом и несовершенством судебной системы. И, конечно же, хотелось бы внести ряд улучшений в этой сфере. Свою поддержку и наставления высказали и лидеры других политических партий, тонко намекнув на то, что они уже ждут их в парламенте. Главное не давать пустых обещаний. Не нужно видеть в конкуренте врага. Твой сегодняшний оппонент завтра может стать твоим партнером. Среди нас не должно быть политической конкуренции. Конкуренция должна быть здоровой, потому как перед нами стоят одни задачи и одни цели – развитие и благосостояние нашей страны. Впрочем, накануне парламентских выборов конкуренция только нарастает. Между тем, Кыргызстан объявил, что не намерен объединяться ни с одной партией. Джибек Капарбекова, Алмаз Кариев, Общественный, Первый канал. И на этом у нас все. До свидания.